Так. Так, все отлично. Все, ты в эфире. Так, сейчас. Мы будем в прямом эфире. Я буду задавать свои вопросы и по традиции буду задавать вопросы, которые задают мне мои подписчики. Так, Гарри, еще раз приветствую. Добрый день у вас. Спасибо, спасибо. Так, скажите, как звук, господа подписчики? Так, все отлично тогда. Так, всех приветствую. С нами сегодня в эфире Гарри Табах. Так, подождите, я слышу эхо. Сейчас мы тогда оденем наушники. Так, как слышно? Прием, господа. Как слышно? Прием. Опять слышу эхо. Ну ладно, пока никто ничего не говорит, значит, наверное, пока эхо нет. Гарри, я не слышу. Говорит, все отлично. Хорошо. Но тоже, по-моему, слышу эхо. Так, во-первых, мои подписчики приветствуют вас, Гарри. С нами в эфире, еще раз напоминаю, офицер ВМС США Гарри Табах. И мы сегодня будем общаться и спрашивать его про ситуацию, связанную с коронавирусом как в мире, так и в США. Обязательно, конечно, поговорим про Ичкерию, про НАТО. Гарри Табах был представителем НАТО в России, если я не ошибаюсь. А это наша такая заветная мечта, чтобы Ичкерия стала жемчужиной НАТО, и мы вошли в НАТО. Поэтому, я думаю, нам будет полезно услышать от вас советы и завестись с вами знакомствами. По советской традиции иметь своих людей везде. Гарри Табах также является, как он мне сегодня сказал, другом и представителем тейпа Терло, правильно? Ну, это так. Для того, чтобы у вас, у чеченцев, сложилось впечатление, что наш человек есть везде. Ну все. Ну, ее нет практически.
Мгм. Разные. Мгм. Так, подождите, у нас проблемы со звуком. Сейчас, одну минутку. Гарри, подождите, у нас проблемы. Вы меня слышите? Так, Гарри не слышно, говорят. Так, звук. Все пишут звук. Так, я вас тоже сейчас уже не слышу. Сейчас, одну минутку. Так, скажите что-нибудь, Гарри. Вот, я вас слышу. Да, на ты пришли. Аслан, сейчас подожди секунду, Гарри, подожди, потому что меня говорят слышно, а вот тебя почему-то они не слышат. Так, напишите, как вам слышно. Вот так. Так. Гарри не слышно. Нет, нет, не слышно. Я слышу, они нет. Сейчас. Давай. Так, я слышу хорошо. Главное, чтобы они нас слышали. Да, сейчас они не слышат. Сейчас я что-то тут сделаю. Так, звук прерывается, нет звука. И Алло. то же самое. Алло, ну слышите? Алло. Так, вот, теперь пошло. Алло, Все, алло. теперь слышат. Все отлично. Теперь слышно. Ну, я, чтобы не повторять, я просто хочу сказать, когда я был командиром
антитеррористического центра НАТО в Турции, мне каждый день делали доклады о террористических актах. И у всех террористических организаций, там Аль-Каида, Хамас, Хезбулла, там и Тайгерс, IRA, у них у всех были свои имена, они не относились к какой-то отдельной нации. Хотя, ну, там понимали, что в этой организации в основном там ирландцы, в этой организации в основном иракцы или арабы, или палестинцы, или еще кто-то. Но только в одном случае мне все время делали доклад, что чеченские террористы совершили такой-то акт там, в школе, в метро или еще где-то. И я задался вопросом, я начал задавать вопрос, почему у чеченских террористических организаций нету своего имени или своей там фамилии хотя бы, какого-то там своего лидера. Почему как бы целая нация, целый народ, на него вешается такой ярлык террористов. И получается, что все чеченцы террористы. Это такое... И мне никто, в принципе, ответить не мог на этот вопрос. И я сам пришел к тому выводу, что это специально сделано. Это специально сделано, как, например, в нацистской Германии все евреи были враги, все евреи были крысы, от малого до великого, их всех надо истребить. И, в принципе, вот тогда я начал уже более внимательно обращать внимание на что происходило в Чечне, как происходило в Чечне, почему происходило в Чечне. И, ну, так получилось, что и вот я начал спрашивать своего близкого товарища, а он такой, ну, замороченный, как называется, еврей, или замороченный чеченец, он концентрируется на этом вопросе, как любой геноцидный народ. Знаете, геноцидный народ начинает на себе, там, мои родители, я помню, они когда там кино начиналось какое-то, они выискивали еврейские имена среди актеров, среди там, говорит, о, это еврей, о, это еврей. Ну, вот он тоже такой, вот этот чеченец, этот не чеченец, он разбирается во всем, и он как бы, ну, он очень образованный человек, у него несколько высших образований. По-русски он говорит без акцента, и он написал, он выступал в Брюсселе, он выступал на международных конференциях часто, поэтому он такой вот зацикленный на чеченском вопросе человек немного. И он мне, можно сказать, часами нудно и это объяснял, что происходило. И тут я пришел к такому заключению, что над чеченским народом происходит геноцид не менее, чем происходил над еврейским или армянским народом. Ну, каждый, конечно, чувствует, что на них был самый ужасный геноцид. Допустим, там украинцы считают, что Голодомор был самое ужасное, что могло было придумать. Евреи, конечно, Холокост. Но так или иначе, это геноцидные люди, геноцидный народ, и они агрессивны, и они концентрируются на этом. И я начал понимать, что вот этот геноцид, который происходил и до сих пор происходит, я считаю, опять же, когда я говорю чеченцы, я просто это говорю, потому что это мне лично самые близкие. Ну, туда, наверное, ингуши входят, и дагестанцы. До того, как я вообще не знал, что есть такие народы. Когда я рос, или когда даже я уже был взрослым, это только когда я уже служил, начал заниматься антитеррористической деятельностью, я уже начал разбираться, что есть там на Кавказе не только грузины и армяне, ну, чуть-чуть азербайджанцы, да. Я уже начал понимать, что есть еще там разные люди. И я начал понимать, что происходит, и до сегодняшнего дня происходит геноцид над чеченским народом, но так как чеченцы находятся на территории, как бы, инородное тело в другой стране, на них внимание обращается, конечно, мало. Знаете, если напали на Украину, то это отдельная держава, это отдельная страна, на нее напали, все обращают внимание, потом она центральная, она большая. А такой маленький народ внутри такой огромной страны, как Россия, никому не важен, к сожалению. Да, но, к сожалению, это так. И, к сожалению, ведется вот пропаганда очень сильно против нас. И мы, к большому сожалению, подвержены этой пропаганде. Есть полезные идиоты для того, чтобы поддерживать эту пропаганду, и среди нас в том числе. И давайте тогда поговорим и обо всем об этом. Да? Спасибо, что вы согласились ответить на вопросы, принять участие. Спасибо, что
любите и уважаете нас, в своих эфирах говорите о нас. Это тоже для нас очень важно, с учетом вот этой информационной блокады, тотальной блокады, которая вокруг нас. И когда это звучит из уст американского офицера, из уст еврея, это для нас это очень важно. И спасибо вам большое. Так, скажите, пожалуйста, давайте сразу перейдем вот к вопросу по поводу вот коронавируса. Я бы хотел бы с вами обсудить эту тему. Она для меня очень интересна и важна. Я составил кое-какие там наброски по поводу вот этого коронавируса, просто в хронологическом порядке. И возникает такая ситуация, что на Россию накладывают санкции, у России возникают большие проблемы. И тогда в это время происходит взрыв в Вектор, так называемая лаборатория вирусологов. И после этого происходит вспышка. Через буквально месяц или два, об этом уже начинает говорить Первый канал. Ну, вы все это знаете, я смотрел ваши эфиры, я знаю, что вы знаете об этом. И потом уже происходит вспышка в Ухане. Но буквально за месяц до того, как вспышка в Ухане происходит, там провелись военные соревнования, где Россия заняла 2-е место. Россия принимала там участие. И после того, как Россия покинула Ухань, именно вот этот город, там произошла вот вспышка коронавируса. Затем, как вы недавно в своем эфире там одному из блогеров рассказывали, что эта вспышка была скрыта ВОЗом, вот этой Всемирной организации здравоохранения. И в этом, конечно же, их вина. И, по всей видимости, коррупционная составляющая или там какая-либо другая идеологическая составляющая, возможно, там присутствует. И я уверен, американские службы расследуют тщательно это все. Но есть подозрение, вот буквально несколько дней назад Deutsche Welle написала, что заммэра Парижа заявила, что в трубопроводе техническая, где вода у них расположена, вода, которой опрыскивают, очищают улицы, нашли бактерии, вирус вот этого самого короны, вот этот коронавирус. И возникает еще один вопрос. Почему вспышка произошла в Нью-Йорке, в столицах таких больших городов и в первую очередь в Соединенных Штатах? И вы, опять же, ссылаюсь на вас, я много посмотрел ваших роликов, вы говорите, в одном штате, Дакоте, по-моему, вы сказали, практически нет вообще коронавируса, а в Нью-Йорке, допустим, очень, очень сильно. С чем вы связываете? Возможно ли такое, что это, во-первых, акт террористический, бактериологический акт, теракт России? И если это окажется доказано как-нибудь, возможно будет это доказать, что это Россия, что будет грозить тому, кто умышленно, целенаправленно убил уже как минимум, по-моему, 50 или 60 тысяч американцев, а в мире уже несколько сот тысяч, по-моему, уже погибло? Что вы скажете? Ну, Аслан, я тебе скажу такое, что я не конспиролог, и не вирусолог, и не ученый человек. Я знаю, что моя внешность интеллигентная, но я обыкновенный, кроме мордобития, там никаких чудес. Мои родители были оба врачи, конечно, я из семьи врачей, понятно, неудачный, потому что я стал военным первым. Но все возможно, только Аллах знает правду, что там произошло. И все эти конспирологические схемы, конечно, они имеют право на жизнь, потому что, с одной стороны, я не конспиролог, я не верю в конспирации и заговоры. А с другой стороны, я, будучи военным, не верю в совпадения. А совпадений очень много, одно за другим. Поэтому складывается впечатление, что да, наверное, что-то там было. Расследовать, как мы это расследуем? Китайцы, в первую очередь, что они сделали? Выгнали всех журналистов и закрыли все, и не допускают международное расследование. А с ними ты ничего не поделаешь, потому что они сидят в этом
дурацком совбезе, и они блокируют эти решения ООН, этой бесполезной организации, которая ничего не решила, ничего не может. Точно так же, как россияне там сидят, и они заблокируют. Ну хорошо, мы расследуем, обвиним их в том, что они сбили Боинг над гражданским над Украиной, но они заблокируют все в Совбезе, заблокируют, поэтому это расследование такое получается все время однобокое, и у них, конечно, всегда ты докажи. А ты иди докажи. А доказать не можем, потому что расследование. Поэтому все останутся при своем мнении. Единственное, что мы можем сделать, это то, что все-таки общество, всемирное общество соберется само по себе, создаст коалицию какую-то, не включая в себя там ООН и ВОЗ и все эти бестолковые международные организации, и начнет, конечно, санкционировать Китай. И Россия уже санкционирована по всем пунктам, в принципе, там, кроме того, что отключить им SWIFT, и они начнут там ядерную войну или еще что-то такое. Поэтому там тоже такая-то ювелирная работа, с которой, я надеюсь, может быть, только Трамп и может справиться более-менее честно и открыто. Но почему ты спрашиваешь, почему там в Нью-Йорке много, а в Дакоте мало или еще какой-то? У нас же опять, вы думаете, что только там украинцы думают, вы думаете, израильтяне думают, вы думаете, что у вас есть у единственных право на идиотов в правительстве, во власти. Нет. Это право существует и у нас тоже. И у нас тоже немало идиотов. И все. У нас зависит от штата к штату. Одни штаты у нас говорят, нет, все закрыто, особенно это демократические штаты. И вспышки почему-то в основном в демократических штатах. Там, где губернаторы и представители демократы, потому что они социалисты, потому что они не подготовлены, они больше занимаются пиаром, чем республиканцы, которые больше бизнесмены и там рабочие в этих штатах. Вот, и все зависит от того, как, конечно, идет подсчет. В некоторых, то же самое можем сказать в Европе, там в Италии так, в Германии сяк, в Швейцарии по-другому, в Финляндии по-другому. Опять же, это еще зависит от подсчета, как идет подсчет, какая насыщенность населения, как считаются. Некоторые считают, там, допустим, в Финляндии только те, которые умерли в госпиталях от коронавируса. А в Италии подсчитывают всех подряд, кто умер. А в Америке, почему Нью-Йорк, конечно, потому что это демократический штат, они не подготовлены. Мэр де Блазио, но у нас его называют среди русскоязычного населения, его называют Дебил Лазио, потому что, например, он выпустил всех криминал весь из тюрем, потому что они попадают под опасность вируса, коронавируса. Он их выпустил, и через неделю буквально он по телевизору выступает и говорит, что у этих людей нет совести. Он их вот выпустил, а они начали сразу грабежами заниматься и торговлей наркотиков. Ну, за то, что, в принципе, за что они и сидели. Вот как он говорит, как вот у таких людей даже совести нет. Понимаете, он удивлен этим, что у них нет совести, потому что там, просидев в тюрьме, у них должна была проявиться совесть, что их выпустили, они заразили там. Вот такой дебилазия у нас. И, конечно, много-много разного. В одних штатах у нас хотят выпустить криминал, допустим, из тюрем, потому что там очень так они живут тесно друг с другом. Причем про армию и флот они не волнуются. У нас еще теснее на корабле, чем в тюрьме. Матросы живут в близости друг от друга. Даже там убийцы, всех их выпустить, но, правда, суд сейчас запретил это. А в другом штате штрафовать на $1000 или даже посадить в тюрьму, если ты выйдешь на улицу без маски. Вот колебания от одного экстрима к другому. Но опять же, я считаю, что никто толком ни черта не понимает и не знает про этот вирус. И очень большая паника, с одной стороны. А с другой стороны, большая, от неизвестности всегда паника. И каждый говорит одно, а другое. Даже на программах я выступал. Я говорю, вот профессор, кому вы говорите одно, а профессор завтра выступает у нас по телевизору, говорит совершенно другое. Мне кому верить? Вот мне человек, которого уже по жизни били по голове не один раз. Мне кому, вам верить или вам верить? В общем, я думаю, что люди не совсем понимают этот вирус, не совсем понимают эту болезнь. Это создает страх, это создает панику. Поэтому в Нью-Йорке почему такая вспышка еще? Потому что там очень большая концентрация людей. Это раз, отреагировали на это поздновато. Это два,
А в-третьих, там очень-очень большая концентрация пожилого населения. В Нью-Йорке живет очень-очень много престарелых людей. Что меня и наводит на мысль про Чечню. Вернемся к своим баранам, как говорится. Когда предводитель, генерал МВД, герой России, профессор, академик Рамзан Ахматович Кадыров говорит, что в Чечне нет коронавируса, но это примерно такое, по-моему, в Туркменистане объявили, что Да, слово запретили. Коронавирус запрещен, в общем, да. Он объявляет, что коронавирус запрещен, то он причастен вот к этому геноциду, к продолжению геноцида над чеченским народом. Вас пытались там, не только при советской власти, не только при Путине, я считаю, там сотни лет уже пытались военным образом уничтожить, и депортировать, уничтожить, чтобы по дороге все подохли. Да, живучие оказываетесь, возвращаетесь вы. И я понимаю, что чеченский народ очень привязан к своей земле. Чрезвычайно привязан к своей земле. Они готовы воевать против своего врага, даже защищать Украину против России. Потому что они это защищают не ради Украины, а ради своей Чечни. Они все время возвращаются. Очень хороший человек, добрый человек, сейчас умер в Украине, знаменитый. Иса Мунаев. Вырастил не одно поколение воинов. Молодых, ребят, умер. И его всякими способами привезли в Чечню и похоронили там. С ним поехал его родственники все, многие, которые нельзя въезжать в Россию по другими именами, паспортами, но все время чеченцы возвращаются, как евреи в Израиль. Там 2000 лет прошло, они все равно привязаны к этому месту, они все равно возвращаются туда. Чеченцы живут по всему миру. Вы маленький народ, но вы везде. И поэтому, когда вы возвращаетесь обратно в Чечню, она не изолирована. Вы привозите туда с собой все и болезни со всего мира. А в Чечне, насколько я понимаю, молодежи в принципе мало. Она разбросана повсюду или убита во время войн. Там очень большое население пожилых людей. И вы живете так семьями очень плотно. Да. Родители с детьми, дети с внуками. Очень сильное социальное общение, да, совершенно верно. И поэтому это когда глава республики или страны, президент, гауляйтер я его называю. Гауляйтер. Говорит такую вещь, он причастен к геноциду этого народа. Он причастен к тому, что давайте заражайте их. Не надо ничего делать. Поэтому, а если кто-то что-то вякнет против этого, как там какая новая газета или какая-то, то это сразу закрыть, снять и уничтожить. Поэтому да, я считаю, что чеченский народ в опасности, в огромной опасности. Его или пытаются, может быть, растворить в огромном других культурах, кавказских или российских. Русские, скорее или уничтожить, или чтобы они жили. Потому что я знаю уже много чеченцев, которые живут и в России, в Украине, и дети уже не говорят на чеченском языке. Они уже у них нету этого воинского духа. Он уже растворен. К сожалению, так это случается со всеми народами. И самое большее, что еврейский народ потерял евреев, это не в Холокосте, это не во время Второй мировой войны, а в ассимиляции, когда евреи принимают христианство или женятся на неевреях, и они ассимилируются и становятся просто частью другой культуры. Безродными космополитами, как сказал вождь и учитель, самый лучший друг всех физкультурников. Да, сейчас ситуация с Кадыровым изменилась, сейчас он очень сильно заставляет соблюдать карантин, даже унижает, очень, продолжает вот эту свою политику по
перемалыванию, да, перемалыванию характера чеченцев, пытается. Но мы, как вы заметили, были и в депортации в 44-м, так называемая депортация, это тоже был геноцид, вернулись. Конечно. Дудаев родился в депортации, возглавил сопротивление, построил государство и стал генералом, и потом на этом пути погиб. Ну, вот вы сказали, что, возможно, Россия может применить ядерное оружие. Вообще, насколько серьезно вы оцениваете, что вот человек, который нахапал миллиарды, триллионы, живет ради этих денег, который готов пожертвовать своей жизнью, как вы считаете, вообще может Путин развязать ядерную войну? Я считаю, что Путин непредсказуем, потому что, во-первых, сам как Путин, понимаете, тут есть несколько Путинов, как Сталин сказал. Это не я Сталин, он показал на портрет, сказал, вот Сталин, это система, это да. уже, это машина, которую сам Путин не контролирует, и это Путин. Система. Это даже, да, это как бы даже не система, это такой уже Бог, это такой вот Аллах такой вот, который все делает, и ты ничего не можешь, никто из нас, вот из землян, ничего поделать по этому поводу не может. Но Путин как человек, и эта машина, вот этот вот Бога такой, образование такое божеское, опасное. И сам человек тоже опасен, потому что Путин, я считаю, что живет в параллельном мире. Когда говорят, что он о деньгах думает, для него деньги я не думаю, что для него деньги значат то же самое, что для тебя и меня. Там, что надо машину купить, рубашку купить, там, еду купить, им надо сохранить деньги на черный день, там, для детей на образование нам нужны деньги, на наши похороны нужны деньги. Он на это не смотрит, потому что для него деньги совершенно имеют другое понятие. Когда он последний раз там ходил в булочную и купил хлеб или курицу, или еду для своей собаки. Знаешь, у него нет этих понятий, цен, он не понимает. Этого всего 20 лет человек изолирован от реальной жизни. Поэтому он не понимает, что такое деньги. И когда люди у власти так долго и у них так много власти, они отравлены этой власти, они не мыслят, как Гитлер был отравлен, Сталин, они могут быть готовы взорвать. Если бы у Гитлера была ядерная бомба к тому времени, он бы взорвал Германию, весь мир, он бы уничтожил. Потому что он уже к тому времени считал, что люди не имеют права на жизнь, они идиоты, они не знают, как правильно жить, и лучше уничтожить их всех. Я думаю, что Путин находится где-то уже, тоже может быть в такой стадии, где он скажет, раз России нет, меня нет, значит нет России, а нет России, значит и мир не нужен. И он так и говорит. Да, он говорит, мы лучше все уйдем в рай, а вы все сдохнете. И в этот момент ты знаешь, да, что рай начал задумываться, как вступить в НАТО. И когда он это объявил. И поэтому я думаю, да, от него опасность можно ожидать. Не только ядерную, но, как сейчас мы видим, и биологическую, и химическую, и разных этих опасностей в мире на сегодняшний день очень-очень много. И когда человек отравлен этим, с ним договариваться или с ним иметь какое-то дело очень сложно. Очень сложно. Да, это да. Но смотрите, смотри, Гарри, если применять бактериологическое, например, вирус, да, какой-нибудь применять, то это одно. Его, допустим, вот сейчас нам приходится строить какие-то конспирологические или там пытаться разгадать какие-то там их действия, но человек не говорит прямо там, как какой-нибудь там Усама бен Ладен, это я сделал, или там какой-нибудь там Гитлер, который сказал, да, я объявляю войну, или там я веду эту войну. Этот человек ведет очень подлую и скрытную войну. Это потому, что он аслан, это потому, что он этому обучен. Он не умеет другую войну вести, он же не солдат. А может просто потому, что он трус, Гарри? Но, слушай, я не хочу обижать многих людей в спецслужбах, но вот многие контрики эти, они трусоватые, да. Они трусоватые. Они с тобой в разведку, в дозор не пойдут. Они будут сидеть лучше в штабе, анализировать это все, придумывать разные подлости и разные
и интриги. А если бы он был там солдатом, если бы он был Роммелем, то он бы, наверное, думал это в абстракте танков. Но он КГБшник, он самый обыкновенный вот, КГБшник, который произвела советская власть. Если вот надо портрет составить советского КГБшника, вот такого, знаешь, простого советского среднего КГБшника, который производила эта машина, вот это будет Путин. Да. И он этому обучен, и он не видит, он не понимает других способов, он не знает, как по-другому делать. Если бы, допустим, он был самураем, то он, наверное, был в лобовую, пошел в атаку. Он бы не стал бы президентом России тогда, если бы он был самураем. Он не считает себя трусом, и там многие его окружения, они не считают его трусом, они считают его умным. Вот умный так делает, а вот чеченцы, которые там хватаются за кинжалы души, чеченцы, они глупые считаются. Горцы, да, они если кричат давай вперед, они руцеты их пулеметом всякое, они идиоты, знаешь. Это смотря все, с какой стороны ты смотришь, чему ты обычно, какая у тебя культура, да. Да, это дело даже не в культуре. Я знаю много русских ребят, которые намного смелее, например, могут быть этого Путина. Ну ладно. Тогда... Но это очень много, я тоже их знаю, они очень много. И они как раз, российская армия, всему этому, у нее очень большой опыт вставать в атаку, идти в лобовую и косить и ложить армии, там, дивизии просто. Особенно если сзади заградотряды стоят. Да, это обычно помогает. Да, это помогает. Ну, смотрите тогда возьмем среднестатистического американца. Они понимают, насколько бессовестна и жестока вот эта система в России. Или же они думают, ну, это далеко, вот вы приводили пример, опять ссылаюсь на вас же, что там, по-моему, туркмен или узбек сказал, что он не знает, кто у них президент в американец, а вот они знают, кто президент в Америке. Знают ли американцы, кто такие вообще КГБ, Россия, ну и вот понимают ли? Тоже они это все в таком очень размытом понятии это знают. Они знают, что это плохо, но с другой стороны все университеты, все эти политики, все у нас, они все как раз вскормлены вот этими советскими грантами, соровскими понятиями. Они даже не понимают, что вы сейчас копируете вот эту Советский Союз, Венесуэлу, вы требуете это, хотя вы понимаете, что это плохо. Очень американцы вообще, понимаешь как? Американцы, они чуть-чуть другие. Это надо понимать историю Америки, это надо понимать культуру американскую, потому что Америка это очень разнотёрная, у нас тут все есть. Ну, это да. У нас даже есть очень знаменитый врач в Бостоне, хирург, он чеченец. Никто про это не знает, кроме там чеченцев и меня. Да? Если ты спросишь среднего еврея в Америке, потому что он похож, у него явно выраженные семитские черты лица, они скажут, да нет, короче, он еврей, да, и хирург такой знаменитый. Ну, вы про Баиева, наверное, говорите, да? Я забыл, не помню его фамилию, но такой, да. Пластический хирург. Пластический хирург, да. Знаменитый у нас есть. И, в общем, средний американец, если коротко, то Америка вообще-то была создана, наши отцы, основатели, они создали Америку в Конституции, что Европа там сама по себе, а мы сами по себе. Мы не лезем туда, пусть они там все перебьют к чертовой матери, нам надоели. Мы оттуда специально ушли, все уехали, и у нас вот свой мир, и они пусть там не лезут. Британцы пусть убираются со своими королями, царями там и со всем этим. Мы будем жить по-своему. И только вот Америка начала заниматься так международным, это уже Первая мировая война, потому что уже понимали, что невозможно дальше так существовать, и влезли в Первую мировую войну. Ну и потом уже Америка стала, конечно, таким глобальным игроком всемирным. И поэтому Америка до сих пор такая, мы больше, почему Трамп, вот он говорит, Америка в первую очередь. Хватит нам заниматься всеми остальными и миллионы долларов отдавать тем странам, которые жгут наши флаги и кричат «Yankee, go home», пока что мы им там... А в первую очередь надо думать о себе, о Америке. И американцам это нравится, в основном средним американцам. Я тебе расскажу такую вещь, что как-то мои родители жили, когда они были живы,
они жили в таком, как не районе, а в таком поселении в городе, где жили 55 и выше. Надо, чтобы тебе было 55 лет или старше, чтобы там жить, потому что это было тихо, мотоциклов нельзя, детей мало, ну и там бассейн, клубный дом, и такое все для комфорта. Когда-то я приехал в отпуск, и мы пошли на бассейн со всей семьей, и в бассейне объявили там, у нас это не потому, что я там какой-то большой герой, а потому что нас часто объявляют, что вот там с войны вернулись у нас ребята, вот они сейчас посещают свою семью, все им хлопают, говорят спасибо за вашу службу, там, пиво принесут или еще что-то, напиток какой-то. Ну и вот объявили, что у нас такой, значит, тут вот из Москвы приехал, там он начальник штаба НАТО, в общем, они такой, ну, патриотический такой дух поднимали в этом бассейне среди старушек. И я пошел плавать, и там плывет старушка, ну ей лет 150, не меньше. Вот реально. Я даже не знаю, Бог ее забыл, что ли, или нет. В общем, у нее такие голубые волосы, вот такие, как в мультфильме, такая прическа голубая такая. И она, значит, плывет, и мне говорит, это вот о вас объявляли, да? Я говорю, да, спасибо, что вы меня узнали. Говорит, да, говорит, да. Она говорит, ну как там Хьюго Чавес? Я говорю, ну вы, наверное, перепутали, вы, наверное, хотите спросить Путин как там. Она говорит, Путин, Хьюго Чавес. Она говорит, молодой человек. Она мне говорит, какая разница? Правда, она еще матерное слово вставила. Какая разница? И я говорю, ну, в принципе, да. Вы правы, в глобальном смысле этого, там, вот, где вы в бассейне, в этом поселении живете, да. Разницы, в принципе, никакой для вас. И слава богу, что вы еще знаете, что есть Путин и Хьюго Чавес. Поэтому вот это вот средние американцы, которые, в принципе, они слышат звон, но не знают, где он, это разницы большой нету. Но американцев, ладно, далеко не надо ходить. Допустим, мои дети или там мое окружение, например, думало, что Украина это часть России, а Чечня это отдельная страна, которая все время воюет с Россией. Понимаешь, и ты когда это говоришь, и ты говоришь нет, хотя, или, допустим, моя дочка ходила в школу в России, и она ходила в англо-американскую школу там, но все равно влияние российское было огромное. И по-русски они там говорили, и много детей было, олигархов, которые... Ваши дети говорят по-русски, Гарри? Да. И они ходили, там много детей училось, потому что школа просто была дорогая, и нам-то оплачивало государство, а богатые россияне туда посылали своих детей учиться. Поэтому было очень большое такое российское влияние. Как-то мою дочку сказали, ну твой папа занимается там много лет борьбой с терроризмом, напиши сочинение про терроризм. И она там что-то написала, ну, будучи ребенком, конечно, она писала своими детскими понятиями о терроризме, что это плохие дядьки и тетки, и написала, что, например, в России очень много русских страдают от чеченцев, потому что чеченцы террористы. Я когда прочел ее это сочинение, я ей сказал, ну ты думаешь, что все чеченцы террористы, все они плохие? Она говорит, ну да, они все бандиты. Я говорю, а как насчет вот дяди, который к нам приходит домой, и его дети приходят, и с ними играешь, они же хорошие? Она говорит, да, они хорошие, но они же не чеченцы. Я говорю, они как раз чеченцы. Она говорит, как чеченцы? Она была так удивлена, что они чеченцы, что когда они пришли к нам в очередной дом, в очередной раз домой там на ужин или что-то в гости, она на них смотрела глазами, как будто, ну как это они могут быть чеченцы? Ну ни рогов, ни копыт, там, ни хвоста, ну ничего нету, чтобы их там... Ни пояса. Вот, понимаешь, я понимал, насколько эта нацистско-фашистская идеология пропитана в обществе. И мне это было очень странно и обидно. И почему там, я опять же, я не беру чеченцев как отдельно какой-то там нацию.
И я оказался в Украине таким образом. Я говорю о чеченцах из-за этого, там, ингуши, татары, кто бы то ни был. Когда я вижу, что с целым народом, не с каким-то индивидуумом, не каким-то придурком одним, с целым народом обходятся как целый народ объявляют врагом, я чувствую, что евреи пострадали тогда или там много лет, страдали из-за того, что никто голоса не подавал. Когда видели, как их бьют, все сидели молчали. Но на меня же это не распространяется, я же не еврей, поэтому я всегда не только подчеркиваю, что я хочу свой голос высказать там, пусть там будет Украина, которую напали и отняли, и, можно сказать, изнасиловали нечестно. Ну, это неправильно. Будь то чеченцы, татары крымские или кто еще. В Турции, например, я выступал там, я был враг номер один тоже, потому что я иногда вякал за армян. Что неправильно с ними поступили тогда. Ну, нельзя убивать женщин и детей. Конечно. Это неправильно. И я подчеркиваю всегда, что я еврей. Я это делаю, потому что я еврей. И опять же, у меня есть история такая, когда я был в Абхазии, там люди когда-то же, и опять это не против абхазов и не за грузин, не за грузин против абхазов, потому что я разницы между ними не видел. Я видел и гостеприимных, и добрых людей, и там, и там. И я вообще разницы между ними не видел никакой. Но я понимал, что они с друг другом дерутся. Ну, это благодаря России. Да, ну они дерутся, они убивают, знаешь, обыкновенным людям, которые и там, и сям просто пытались выжить, вырастить мандарины или виноград. Им было пофигу. Им главное, чтобы их оставили в покое. Поэтому сейчас историю я расскажу. Это не против абхазов. Это просто получилось так, что идиотом оказался абхазец. Таким же идиотом мог быть и грузин, и чеченец, и еврей, и кто угодно. Да. Но в этой истории просто оказался абхазец придурком. Вообще такие люди не имеют национальности, я считаю. Там Сталин не грузин, Троцкий не еврей, Хрущев там не украинец, это Микоян не армянин, эти люди не имеют национальности, их нельзя не приписывать никакой национальности. Это уроды. Так там, когда-то в этой Абхазии, значит, люди жили очень богато, потому что дома, видно, такие стояли, у них сады, крученые лестницы, гаражи, но все сожжено, все уничтожено. Когда ты ездишь в этом патруле туда-обратно, каждый день такая депрессия начинается. Немножко такая солдатская депрессия, потому что ты видишь, что когда-то тут была жизнь, когда процветание было. Ну, не мне, чеченцам, об этом рассказывать, да? Когда у вас там все поселки, целый город. Города, населенные пункты, да, конечно. Когда от Грозного ни черта не осталось, да. И вдруг я смотрю, крыша появилась на каком-то доме, потом я другой день там что-то уже дым вижу, потом какую-то речь слышу. По-моему, даже куры там уже начали. И я уже, по-моему, какой-то день даже услышал детский голос. А потом бах, опять все сгорело, крыша дымится. Я останавливаю патруль, вызываю этого местного, говорю, что произошло. Мы начинаем с ним ругаться, он говорит, это не ваше дело. Я говорю, тут все мое дело. Я говорю, если нет, я сейчас заполню депешу о нарушении прав человека. Кто это там? Я говорю, бандиты на них напали, там грузины, Белая лиги, ну там были свои эти бандитские. Он говорит, не ваше дело, это не... В общем, я пишу депешу в ООН, что нарушение прав человека, и меня вызывает их министр внутренних дел, или, в общем, какой-то важный там. Похоже, что при советской власти он был каким-то сержантом милиции. Ну, примерно менталитет на этом уровне. И он мне говорит, слушай, забери эту бумагу. Я говорю, я не заберу. Что там произошло? Кого там? Я же видел, я говорю, что там начиналась жизнь. И вдруг раз. Он говорит, это в конце концов он не выдерживает. Мне говорит, эти люди нам не нужны. Я говорю, как не нужны? Вы же говорите, что вы современные, что вы строите новый мир. Как могут люди быть не нужны? Вот какие люди могут быть не нужны? Ненужные люди сидят в тюрьме. В общем, мы с ним не договорились, я хлопнуть там взял. Он мне смотрит на меня и говорит мне, слушай, а я понял, он говорит, кто ты такой. Я говорю, кто? Он говорит, ты армянин из Калифорнии. Смотри, я понял, кого они там сожгли уже все. Он мне только же ответил, кто там жил, знаешь. И ты приехал, ты их защищаешь. И я встал и выхожу. И когда я уже хотел закрыть дверь за собой, я так обратно засунул свою голову и говорю, если вы хотите знать, я говорю, господин министр, я не армянин из Калифорнии, я говорю, я еврей из Нью-Йорка.
Он говорит, так слушай, подожди, что, мы евреев тут любим. Вот, этот менталитет, я говорю, ты идиот. И я захлопнул дверь, потому что он даже не понял, о чем я веду речь. Он даже не понял, что я ему сказал. Что не может тут быть это, как обижали евреев, так, что я должен закрыть глаза, как вы делаете то же самое армянам, или чеченцам, или украинцам, или кому угодно. Я человек военный, я дал присягу, что я буду драться за тех, кто сам за себя подраться не может. Но я уже, видишь, стар, я уже не могу физически драться, поэтому вот я с тобой дерусь. Информационная война в наше время очень важна. Да, очень важно. Да. Вы сказали про свою дочь. Давайте вернемся вот тогда к этой ситуации. Я знаю, что она служит, по-моему, на авианосце. Правильно? Нет, нет. Она служила на 2 кораблях, на десантном корабле и на эсминце. Но сейчас она учится, и она уже не будет боевым офицером. Почему? Она будет штабным. Ну, правильно. Это тоже верно. Вам спокойнее. С маме и папе будет спокойнее. У нас просто так служба идет, а это у нас просто... Да, у меня несколько членов моей семьи в вооруженных силах. И просто мою дочь выбрали в такую специальную программу, и у нее теперь будет она будет юристом. Но она она прослужила на 2 боевых кораблях. Ну, хорошо, что она теперь не считает чеченцев террористами, всех чеченцев террористами. Она, наоборот, она даже, вот это моего лучшего друга, когда мы ее навещали, она ему показала свой корабль и объясняла ему... Ну, это хорошо. Тогда еще он очень был потрясен, потому что с российским паспортом он взял дежурный по кораблю российский паспорт, записал, сказал, пожалуйста, проходите. Он говорит, слушай, меня гражданина России не пустят на российский корабль, а тут американский пустили. Но чеченцы, как вы в начале нашего разговора сказал, это такое инородное тело в России, поэтому мой российский паспорт, который мне тоже насильно вручили, он, скажем так, для меня не представляет никакого значения. Я презираю этот паспорт и все, что связано с этим паспортом. Я хотел сказать, вот когда говорил про поводу вот авианосца, вот морской службы, я видел видеокадры, где русские истребители летят рядом с этими авианосцами, моряки там, ну, понты, обычные русские понты. Скажи, Гарри, по поводу, вот сталкивался ли ты в такие ситуации, когда русские, сейчас они в Сирии провоцируют, сталкивался ли ты с такими ситуациями, и как вы вообще к этому относитесь? Вы серьезно к этому относитесь или, ну, понты и понты? Ты-то, наверное, знаешь, как бы, менталитет. Я лично со мной лично никогда этого не случалось. Видимо, мне вообще-то повезло, потому что я же и служил, вот даже в Абхазии, я служил бок о бок с российскими военными, с десантниками. Мне, видимо, везло на профессионалов, потому что, 1 или 2 раза попадались какие-то пьяные идиоты. А они могут попасться везде. Но вот если так в целом брать, в общем, мне, наверное, везло. Я, наверное, попадал все-таки на профессионалов, и мне с ними было легко и интересно работать. И один из них даже мне спас жизнь в Абхазии. Вот русский парень, там он был старший лейтенант, по-моему. И где-то до майора они были, в принципе, нормальные ребята. Потом иногда у них что-то с ними случалось. Вот, но да, есть такие случаи, мне часто рассказывают про них, когда вот, и это больше делается потом какую-то пропаганду, что ли, или какую-то детскую вещь на одноклеточных рассчитанную, чтобы потом по российскому ТВ показать. Да, пролетел наш самолет, там все американцы перепугались, потому что они увидели, какая у нас техника, какая у нас как мы их заглушили, как мы их раздавили. Они пришли обратно в порт к себе и пол корабля подало в отставку. Ребят, во-первых, у нас нету такого устава, что если ты испугался, можешь подать в отставку, и тебе скажут, ну понятное дело, ты в штаны наложил, давай. Во-первых, такого у нас нет. Во-вторых, никого никогда это не пугает, потому что над авианосцем они пролететь не могут, потому что авианосец охраняется другими кораблями, авианосец один никогда. Это они обычно делают над фрегатами или над эсминцами, и в основном это делается над одним кораблем,
в Черном море над американским эсминцем Кук. Это над Куком они так издеваются. Над Куком они делают, да, это делают. У нас стоит аппаратура и все, которая смотрит. Она видит, что самолет летит пустой. На нем ничего нет, вооружения нет. Иначе бы они его сбили. Ничего он не глушит, он просто хулиганит. Это просто непрофессионализм и хулиганство. Недавно также один из какой-то подлетел очень близко к нашему разведывательному самолету в нейтральных водах. Что-то хулиганил с ним, потом улетел, потом опять подлетел. И это хулиганство и непрофессионализм. И сейчас мы просто смеемся над этим. Мы говорим, слушай, кого ты пытаешься испугать ржавой банкой, которая пролетает? Но сейчас президент Трамп сказал, даже включая что с Ираном, что если кто-то начинает терроризировать наши корабли, открывайте по ним огонь и не думайте. И вот сейчас россияне не летают. Это путинский агент Трамп сказал сбивать. Да, сбивать их нахрен. Ну да, он такой агент, знаешь, что тоже все это разыгрывается до точности наоборот. Сейчас у нас выявляется, что это не он агент, оказывается, Обама был агент. Но не важно. Я знаю, что Обама все подъезды в России загадил. Но вот сейчас Трамп, наверное. Трамп, да, сейчас он ему дал все коды. Видимо, Трамп нашел все коды, и он тоже из Трамп наш превращается в Трамп чмо очень быстро. Да. Поэтому понты все. Это даже не понты. Понты это такое, это смешно. Это не профессионализм и хулиганство, которое ни к чему хорошему не приведет, потому что этот самолет может и упасть, может разбиться, может врезаться. Или какой-нибудь наш командир, который сочтет это опасность для своего корабля и возьмет и сшибет его. Раньше у нас по договору раз в году мы собирались с российскими, еще это было с советским, почему даже с советской властью было легче работать. У нас были раз в году совместные переговоры, совместная комиссия советско-американская или потом российско-американская, где мы обсуждали такие инциденты в море. Потому что они происходили очень часто между подводниками, потому что подводники любили это друг с другом, все время играться, им скучно там под водой. И самолеты иногда близко подлетали, или корабли могли столкнуться. Бывает это в море, военные, они агрессивные, они немножко заигрываются. И мы обсуждали эти инциденты и говорили, что нужно сделать, чтобы в следующий раз их не произошло. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, он вышел из этого договора, он вышел из всех договоров, не только этого, всех, которые у нас были созданы после Второй мировой войны. В чем его опасность? Он нарушил все эти договоры, он их, во-первых, нарушил, и потом еще вышел. И больше таких связей у нас нету между флотами, где мы обсуждаем эти инциденты, что назывался инцидентный в открытом море. И это, я считаю, что очень опасно и глупо, что этого больше нет. Но ты ничего не поделаешь, если... Мне кажется, все-таки придется сбить один, чтобы в следующий раз, как говорится, обучать на примере, на практике обучать надо. Я думаю, что это может привести просто к эскалации напряжения между двумя ядерными державами из-за такого. Но этот инцидент может спровоцировать разные вещи. Могут погибнуть люди, понимаешь? Все равно это на этих кораблях, на российских, служат ребята, которые к этому дела-то никакого не имеют. И они туда добровольно не пошли. Они туда попали, потому что их заставили. Почему во время первой кампании чеченской многих этих солдат российских чеченцы же сначала отпускали. Они говорят, иди домой и все, не возвращай, иди нахрен, что ты сюда. Они понимали, что эти ребята говорят, да я вообще не знал, куда меня привезли. А потом они возвращались. Я думаю, что не все, многие из них, я думаю, все-таки поняли, что нахер не надо. Но многие из них не понимали даже, куда их привезли. Понимаешь, что это мясо, это пушечное мясо, которое гонят на убой. Они-то, в принципе-то, свои эти дети, они же дети еще, это 18 лет. Они не виноваты в этом. Если их там напичкали какой-то пропагандой, каким-то патриотизмом, 100 грамм дали, давай вперед за Родину, за Сталина. Мне по-человечески их жалко, потому что они там... И поэтому я думаю, что в начале войны
чеченцы их отпускали просто домой, говорили, уходите отсюда, не надо, вам это не надо, это не ваше дело. Потому что они понимали, что эти дети тут не при делах. Ну потом, конечно, уже, когда они возвращались, все это, да, тут уже понятно. Поэтому мне их в какой-то степени даже жалко, потому что если они встретятся с нашими профессионалами, профессиональными воинами, у которых ничего лично нету, там и патриотизма там сильно нету. Это просто вот так, как ты в офис ходишь на работу, как спартанцы, знаешь, вот шли так, бум, бум. Да. Еще один день в офисе, работа такая. Да. Если они встретятся с нашими такими, они их убьют. Как вот вагнеровцы, вагнеровцы тоже были, этих не жалко. Не срочники были, да. Этих не жалко, а вот этих пацанов по 18, 19, 20 лет, мне их жалко, потому что их гонят на убой, и если они встретятся с нашими профессионалами, они их просто покромсают, как квашеную капусту, и я считаю, что это неправильно, нехорошо. Но выхода, если у тебя нету, то тебе придется это сделать. Да, ну давайте тогда так. Скажи мне, пожалуйста, Гарри, по поводу того, что как считают в Америке, как лично ты считаешь, и как вообще в принципе считают в Америке развал России, тюрьмы народов на несколько государств? Это зло, это плохо или это хорошо? Понимаешь, тут две стороны монеты. Многие россияне там, или многие люди говорят, что Америка развалила Советский Союз. Америка как раз не хотела, и весь цивилизованный мир не хотел разваливать Советский Союз, потому что с Советским Союзом договариваться было легче, это раз, потому что уже тогда там был адекватный человек, с которым можно было говорить, это был Горбачев. Самое главное, что не хотели, чтобы расползлось ядерное оружие, потому что теперь ядерное оружие было бы у четыре разные страны, Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина, а там непонятно, кто у них будет, может быть какой-нибудь диктатор, бешеный псих, какой-то, у него вот ядерное оружие. Это было, с другой стороны, поэтому американская официальная позиция была, что она не хочет развала Советского Союза, и тогда Буш, вице-президент, прилетал и об этом говорил. И говорил украинцам, идите договаривайтесь с Ельциным. Не, мы не будем вас поддерживать. Сегодня я думаю, что политика такая же. Америка вообще не любит, когда страны разваливаются. Ну, это нехорошо, потому что это... Ну, а Югославия, например? Это угроза гражданской войны, это расползание оружия, терроризм, черный рынок, контрабанды, людьми торговля, ну, вот все эти болезни при развале страны. С одной стороны. С другой стороны, если спросить там людей, которые следят за Россией, там, даже такого, как я считаю, что это было бы лучше, в конце концов. Я считаю, что Россия очень большая страна, управлять ей вручную невозможно, очень разнопер. Я думаю, что было бы лучше, если бы она распалась на какие-то другие страны, как все империи распадаются немного. Но это же продолжение распада Советского Союза. Это продолжение мы когда-нибудь, конечно, придем к этому. Империи, да. Тоже Кавказ отойдет, там, Дальний Восток отойдет, там, Калининград. Взять просто ядерное оружие под контроль, это могли бы сделать международные какие-нибудь организации. Ну, видишь, это как международные? В международных, во всех этих организациях сидит Россия, которая может накладывать на это вето, и она наложит на это вето. Ну, сегодня да. Поэтому это очень сложный вопрос. Но я считаю, что это было бы лучше и для России самой. Да, для людей, которые не хотят уже быть частью России, хотят иметь... Крым станет, опять же, отойдет, и станет или независимым, или вернется там, ну, Украина, я думаю, не вернется, но станет каким-то более дружелюбным сателлитом Украины. Поэтому, да, я считаю, что это было бы лучше. Главное, чтобы потом, знаешь, там, на Кавказе все не передрались, или еще где-то не передрались, чтобы это... Нет, это, мне кажется... Бескровно это все прошло. Да, это было бы бескровно. Смотри, Гарри, вот между Абхазией и Грузией война началась только потому, что Россия этого пожелала. Между Арменией и Азербайджаном только потому, что туда влезла Россия. Между Чеченией и Россией, соответственно, Россия виновата. В Ингушетии был геноцид,
осетины как бы совершили геноцид, но опять же под прикрытием российской армии. Везде, где происходит кровопролитие, там есть Россия. Не будет России, не будет у нее сил, будет ее Америка подкармливать там ножками Трампа или чем-нибудь другой частью тела Трампа. Уже говорят, уже родилась эта курица, которая будет ножкой Трампа, да. Да, вот тогда, и вот у меня недавно был здесь в эфире Пол Гоббл, и я ему говорю, вы опять будете им помогать, Пол, я говорю, вот им сейчас станет плохо, и вы начнете опять гуманитарную помощь оказывать им, как тогда ножками Буша. И мы опять не сможем вырваться из этих лап. Он говорит, ну в этот раз, я думаю, нужно оказывать не через Москву помощь, а непосредственно в регионы, которые нуждаются в этой помощи. И это было бы очень верное такое. И вот эти части тела Трампа можно было бы отправить уже не в Москву, а уже там в регионы. И тогда можно было бы влиять. Ну, это, понимаешь, я знаю, что мое поколение, там вот курсанты, когда мы были молодые офицеры, в моем поколении было очень много, тоже мой очень близкий товарищ, друг, сослуживец, у него дед был начальником штаба у Врангеля. Было много внуков белогвардейцев, власовцев даже было, дети, армяне, евреи, грузины, там были у нас разные, там даже генерал Шаликашвили, такой был у нас очень знаменитый, популярный начальник объединенного штаба. Мы все тогда ринулись в Россию, в Украину, много украинцев было. Думали, что все, Советский Союз распался, все, теперь вот начнется новая эпоха, теперь совершенно будет другой мир. Все это будет по-другому, и надо нам помочь. И мой папа тогда покойный, он уже сейчас сказал, мне зря это все делаете, ничего не поможет, они все равно вернутся на свое. Они все равно уйдут в крепостные, они все равно не уйдут от крепостного права. Не могут. Ну, пускай они, если не могут, пускай живут как хотят. Это их право. Ну, вот, я тогда с ним еще спорил, сказал, нет, это все по-другому, это такое крепостное право, там, я же там имею дело с цивилизованными, умными, образованными людьми. И вот сейчас я могу сказать, что даже если сейчас придет, там пусть этот Навальный придет к власти, или, не знаю, там Собчак, или кто там, Каспаров, придут либералы какие-то власти, я не пойду больше помогать. Я не буду вот считать, что там что-то изменится. Потому что в конце концов они опять себе выберут диктатора. Они вернутся обратно в лагерь. Понимаешь, они говорят, что почему вот те, которые охраняли ГУЛАГи, зоны, почему они не отпускали зэков? Они говорят, потому что зэки их за это потом убьют и вернутся сами в лагерь. Поэтому их отпускать нельзя. Они их убьют за то, что они их отпустили и вернутся обратно в лагерь. Почему, допустим, у чеченцев, я считаю, что вы не хотите отдавать свою свободу? Почему вас считают там за бандитов, а не за это? Потому что вы свободолюбивые. А свободолюбивые вы, потому что вы очень много крови за это пролили. Эта свобода вам очень дорого обошлась. Почему украинцы, я уже считаю, как бы в Украине плохо не было там, какая там коррупция, что бы там не было, они эту свободу не отдадут. Они заплатили за нее цену. Русские никогда не платили цену за свободу. Вот Горбачев пришел, он им дал эту свободу, она им нахрен не нужна. Да. Не стоит ничего, легко пришло, легко ушло, а лучше отдать ее. Лучше мы обратно в крепостное право пойдем, и мы ни за что не отвечаем, и все. Вот это такой менталитет, поэтому ни я, ни мой товарищ, для которого Россия, это, знаешь, родина его дедов, где они были дворянами, где это опять там в начале 90-х за них тосты поднимали, дворянские какие-то себе эти награды вешали, там эти казаки вернулись. Когда он приехал, он все это понял, посмотрел на эту клоунаду, посмотрел на всю эту фальшивку, сказал, я больше в этом, я не хочу участвовать в этом. Это не то, про что мой дед мне рассказывал, про что мой дед меня учил. Да их уже вырезали. Это человек благородный, это человек, которого офицерство, знаешь, не так у меня, я там новый
я первый в своем роду, который стал офицером, но для меня это очень важно, там и честь, и все эти атрибуты к этому, у него это веками, у него это, знаешь, поколение в поколение, знаешь, это как у тебя там кинжал твоего прадеда, у него шашка его прадеда есть. Знаешь, это, он говорит, это не то, это не те люди, это какие-то, он говорит, это какие-то, как-то он их назвал, я сейчас не помню. Он говорит, это какая-то смесь чего-то, которая живет просто там, где раньше жили русские. Русских вырезали, реально русских. Вот, нету, да, он говорит, это гибриды какие-то, которые там, где они себя называют русскими, но это не русские. Он говорит, это не те русские, про которых мой дед мне рассказывал и учил. Совершенно верно. Да. Поэтому это свобода и понятие свободы, это очень такие вещи, это уже в твоей культуре, от которых ты отказаться не можешь, как не можешь там отказаться от своей религии, веры, или не религии, а веры, или не можешь отказаться от своего языка, от многих вещей. Так, тогда я бы еще тогда задал бы вопрос тебе по поводу, что бы ты посоветовал молодым, я и Пол Гоболу задаю, и всем нашим старшим задаю, которые молодежи, которые могут посоветовать, могли бы посоветовать, что бы ты посоветовал, как военный, нам это близко, да, для чеченцев, особенно для молодежи, что бы ты посоветовал, как нам себя вести во время оккупации, ну и как еврей, у тебя есть опыт и генетическая память, и рассказы твоих родителей, как нужно нам себя вести, чтобы выжить, укрепиться, завоевать свою свободу, деоккупироваться, стать сильнее. Что бы ты нам посоветовал, нам, нашей молодежи, как друг чеченцев, как еврей, потомок, пережившего Холокост, ну и военный офицер? Ну, я так скажу, я не знаю, что я могу вам посоветовать. Это вы можете мне посоветовать больше, чем я вам, потому что... Ну, не скромничай, Гарри. Не скромничай. Нет, потому что это вы-то это сейчас все переживаете, и вы через это проходите. Но я могу сказать, что вот этих чеченцев, которых я знаю, с которыми я имею дело, те, которыми я окружен, они правильно делают, они воспитывают своих детей, даже будучи в изгнании, как ты, да, они все равно воспитывают своих детей в этом духе, они пытаются сохранить свою культуру, они не хотят раствориться. Нашим же детям легче всего сегодня сказать, да я же в Германии живу, я на немке женюсь там, или на украинке, ничего в этом плохого нету. Но ты не сохранишь. Вот малые нации, геноцидные нации, чтобы сохраниться, так должны на своих и должны помнить свой язык, должны, чтобы родители учили их традициям, языку, рассказывали про дедов, про прадедов, рассказывали устно. Вот у евреев что получилось? У евреев же, во-первых, Тора записана, но еще помимо записанной Торы есть устная Тора, которая передается из уст в уст, от отцов к сыновьям. Как детям. И у нас адаты такие, так называемые. Да, и у вас тоже это есть. И поэтому я считаю, что это будет сохранено. Вот, если я могу чем-то в своей жизни гордиться, так это вот этот парень, чеченец, который жил у меня. Он попал в Америку под поддельными, ну, не со своими документами, под другим именем, не чеченским. И мы не знали, что делать. Нам было там несколько часов, чтобы решить. Мы идем и продолжаем вот эту историю. Или мы говорим, нет, все, теперь в Америке будет сложнее, будет дороже, но вернуть тебе твое имя. Вернуть тогда вот было решение, что мы вернем ему имя, вернем ему фамилию, и чтобы он под этим продолжал жить, продолжал учить своих детей, продолжал молиться. Он жил у меня в бейсменте, там, в отдельном таком пространстве. Мой сын иногда туда бегал, что-то делать. У меня сын маленький еще тогда был. И он все время прибегал и говорит, у нас там мусульманин какой-то молится внизу. Каждый раз я забегаю, я пугаюсь. А парень чеченец, он боец, он такой здоровый, крепкий очень.
мухи не обидит, но вид у него грозный, так он вообще душа, конечно, человек. И если бы я кому-нибудь рассказал, что у меня в доме там 5 раз в день царит Аллах, я тогда с ним сидели, много раз говорили, я говорю, потому что надо продолжать, надо сохранять это все. Твой народ столько настрадался, столько людей погибли, твои родители погибли, твои прародители погибли из-за этого, ты один остался. Должен это продолжить. Если это все закончится на тебе, тогда все усилия, вся эта кровь, мои усилия, все это зазря. Поэтому я считаю, что это очень важно, чтобы вы сохраняли свою культуру, сохраняли... Во-первых, она мне нравится эта воинская культура, да, где если ты честен, если ты смел, если ты не малодушен, то ты уважаемый человек. Если ты начинаешь врать, крутить, воровать, убивать гражданских, то ты долго в вашей культуре не проживешь. Долго не протянешь. И мне это нравится. Я считаю, что это честно и это открыто. Вот. И я думаю, что если у вас удастся это сохранить, то вы выживете. Вы выживете и просто так от вас избавиться. Ну, слушай, я считаю, что от вас уже очень много лет. Сотни лет, веками пытаются избавиться, никак не избавиться. Поэтому я думаю, что у вас такая уже селекция прошла, что у вас остались одни воины, которые просто так без боя уже не сдадутся. Да. И я надеюсь, в ближайшее время мы получим свою долгожданную свободу, деоккупируемся. Правительство у нас тут есть в лице Ахмеда Закаева и кабинета министров. И я думаю, немного нам осталось, и мы надеемся... Мое телевидение у вас есть? Да, мое телевидение есть. Будем потихонечку добиваться того, чтобы привлечь виновных к ответственности за массовые нарушения прав человека. Ну и вернемся и приглашаю тебя и не только на Терлолам, на гору Терло, но и на гору Нашхо, мою гору, где мы с тобой будем жарить шашлыки и обсуждать дела насущие. Сочту за честь, сочту за честь. Спасибо. Я был в Чечне, я видел, как там живут люди. Мне очень-очень понравилось, как люди заботятся о своем доме, как люди заботятся о своей земле, как они трепетны к этому. Ну и опять же это напоминало Израиль. Как был я в доме в одной интеллигентной семье, они профессора. Знаешь, и им было очень странно, что в Москве думают, что они бандиты, все чеченцы бандиты, они вообще не знают никаких. Это было для меня, знаешь, я своих родителей видел. Почему они считают, мой папа там никак не мог говорить, почему они считают, что мы евреи плохие, мы же вот лечим, там, учим, там, рисуем, актерством занимаемся. Пропаганда. Да. Я понимаю, если бы они подумали, что я плохой. Ну, я плохой, да, потому что я тоже могу прикладом по морде заехать и глазом не моргну. А мой папа-то, он же мухи не обидит и все такое. Ну вот я видел это, да, я надеюсь, что чеченский народ и кавказский народ в целом будет свободен и будет и ваша культура будет процветать, расти. Вот мне нравится ваша культура. Мне нравится те чеченцы, которые сейчас смотрят меня, они не дадут соврать. Мне нравится лезгинка чеченская, потому что она такая поднимающаяся на бой, знаешь. Да. И у меня никак не получается. Я стараюсь все время. И моя жена уже жалуется моему другу, она говорит, когда я в душе, я слышу, что какая-то музыка играет, и мой муж что-то там топает. А это я пытаюсь лезгинку так сделать. Чтобы меня уже кто-то, но, видимо, меня уже не научит, у меня нету этого, не дано мне это. И мне нравится ваша культура, мне нравится, я надеюсь, что она будет процветать. Она хорошая, она правильная культура, честная и смелая. И я желаю вот всему кавказскому, как говорили в России, всем лицам кавказской национальности, я желаю добра и изобилия и мира вашему дому. Спасибо. И я бы вот хотел бы закончить наш разговор вот одной историей, связанной с евреями. Но это не ашкенази, а наши кавказские евреи. Когда в 1944 году нас выселяли... Извини, что я тебя перебью. Я просто хочу до того, как ты начнешь это говорить, что мне прислали
давно эту историю, где ты ее рассказываешь. Поэтому я ее видел несколько лет тому назад. Вот такая вот ситуация была, когда нас выселяли, у нас жили евреи в Чеченской республике, Чечено-Ингушетии тогда. И всех собрали, пока все мужчины были на фронте, всех женщин, детей, стариков загрузили в товарные вагоны и выслали. И началось мародерство, да, ну что понятно, да, когда тут целый народ, два народа просто взяли, собрали, выслали, и все, скотина даже привязанная стоит, да, коровы, бычки, все стоит. И люди начали с соседних регионов заезжать и разворовывать все. И евреи тоже, ну как бы местные там живут, начали к чему-то прикладывать руку. И тогда раввин местный собрал их всех и сказал: так, господа хорошие, ни один человек, кто подчиняется мне, моей власти, не имеет права прикасаться. Хотя все, Гарри, все знали, что чеченцы больше не вернутся. И он сказал, ни один еврей не должен прикасаться к их вещам. И все, ну, может быть, были исключения, этого я не знаю, но у нас в нашей истории мой отец, наши старшие нам рассказывают, что кроме евреев никто не сохранил. И когда мы вернулись через 13, 15, 17 лет из ссылки, некоторые евреи нам возвращали, например, там что-то, что сохранилось, для того, чтобы, ну, сохранили, чтобы вернуть. И мы это помним. Мы очень благодарный народ. Мы не только, как вы сказали, умеем воевать, но и умеем быть благодарными. Спасибо большое вам лично, Гарри. Спасибо всем евреям. Спасибо за то, что приняли участие в нашем интервью. Надеюсь, не в последний раз. Да, обязательно. Все, шалом. Салам. Шалом. Все, до свидания. До свидания. Все. Отключи.